вернуть личный долг в инвестиции в 2014 году. У меня действительно получился долг перед самим собой. Когда мне надо, я четко разграничиваю деньги своего бизнеса и свои личные деньги. Свои личные деньги я трачу на себя, на еду, на одежду, на семью, на подарки знакомым, на коммунальные платежи и так далее. А деньги моего бизнеса, инвестиции я трачу только на бизнесные инвестиции. И я себе выдаю строго либо в виде зарплаты, либо в виде инвестиций туда-сюда перенаправляю. И у меня долг незапланированный появился из-за моей учебы, из-за получения высшего образования. Мне не хватало своих личных денег на получение высшего образования, на оплату, на поездки. Поэтому я из своих инвестиций денежки достал и положил, и заплатил за учебу. Вот. И поэтому долг накопился незапланированный. Вот эти деньги я беру обязательно под проценты. Я взял под довольно высокий процент, около 24% годовых, которые каждый месяц капают, увеличивают долг, если я вовремя не плачу. И вот я должен обязательно вернуть эти деньги назад в инвестиции, обязательно с процентами. И когда я их верну, я смогу вот эти все суммы опять продолжать инвестировать. А в инвестициях они прирастают у меня значительно. Вот. И что мне мешает вернуть деньги? В первую очередь вот регулярный учет надо. Когда я регулярно учитываю и вижу цифры перед глазами, и цифры свежие, что долг вот увеличивается. И когда я его долго не гашу, то процентами, набегающими процентами он увеличивается. И вот этот регулярный учет, четко цифра перед глазами, как говорится, правда глаза колет. Я вижу, что, ух ты, у меня долг-то вырос, надо быстро вернуть. Во-первых, долг растет, свой личный, свой собственный, как гражданина. И как инвестора у меня нет денег для инвестирования. Они, конечно, есть, но их недостаточно. Поэтому надо мне четко вести учет, чтобы видеть, что вот такую-то цифру я должен вернуть. И либо она у меня уменьшается, либо она у меня увеличивается. И вот я бы хотел очень сильно, что именно в этом году вернуть все до единого деньги, которые я как гражданин должен себе, как инвестору, и вернуть с процентами набежавшими. Возможно, мне надо отказаться от излишеств, хотя я и так не излишествую, а некоторым таким же, как я, инвесторам, иногда кажется, что я, наоборот, довольно скупой, но тем не менее, пока я сейчас делаю прорыв, и мне надо прокачивать свои инвестиции, мне надо крупные суммы, которые я мог бы тратить на жизнь и выглядеть более респектабельно по сравнению с другими гражданами, я их трачу обратно в инвестиции и прокачиваю это направление. И вообще я хотел бы лет в 40 наслаждаться жизнью за счет денег. Некоторые говорят, а зачем там вообще жить, если не наслаждаться? Вы знаете, полно очень всяких вещей, которыми я могу наслаждаться, пока я молодой. Всегда, вот все, что самое лучшее у меня есть в жизни, это не за деньги покупается. Любовь, секс, дети, вот родители, там, друзья, общение, походы, туризм. Это не покупается за деньги. Поэтому отказаться от излишеств, я имею в виду именно денежные траты. То есть я четко знаю, сколько можно за 500 рублей отдохнуть. Можно столько же радости получить, отдохнув за 5000 рублей, столько же радости можно получить, отдохнув за 50 тысяч рублей. То есть, да, действительно, там чуть более интересно, неинтересно, чуть более шикарно проведешь время, но кайфа больше не будет, столько же кайфа. Это не денег получается твой кайф. И конкретное задание на сегодня. Прямо вот сейчас открыть свой кошелек, достать хоть какую-то сумму денег, которую я рассчитывал потратить на жизнь, на свои бытовые текущие нужды, и положить их в терминал на свой инвестиционный счет.